Республика отметила 155-летие со дня рождения выдающегося поэта Коста Ливановича Хитагурова. Памятникам основоположника остинской литературы возложили цветы. Школьники, педагоги, жители города и представители власти собрались у могилы поэта и почтили его память. Учащиеся школ рассказывали стихи о поэте, ставили сценки его известных произведений, а также приняли участие в конкурсе чтецов. К юбилею приуроченная премьера мультфильмов на остинском языке «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Винни-Пух». Любимые герои говорят на осетинском. Вот мы и дома изучаем свой родной язык, и в детском саду, и в школах. А если они еще в придачу к этому будут смотреть вот эти мультфильмы на своем родном языке, естественно, это огромное подспорье, и наши дети не будут забывать свой язык и будут обучаться ему. Детям очень нравится, они с таким удовольствием смотрят, они так смеются. Во Владикавказе впервые проходит республиканский конкурс «Мы помним». В течение 2 отборочных дней в фестивале примет участие 150 молодых певцов в возрасте от 14 до 25 лет. В финал попадут только 5. Выступления конкурсантов будут оцениваться по 5-бальной системе. Как признаются сами конкурсанты, для них участие в подобном фестивале – большая честь. Конкурс учрежден общественной организацией ветеранов «Мы помним». Уже 30 октября пройдет гала-концерт с участием победителей и мастеров искусств республики. Его планируют посетить столичные гости. Первая цель – это подарить нашим ветеранам еще один день тяжелых, но радостных воспоминаний, потому что это была победа, это был великий день, и его нельзя забыть. Пьяный мужчина хотел покончить с собой, спрыгнув с моста в центре Владикавказа. 30-летнего горожанина, стоявшего на мосту, заметили очевидцы и вызвали полицию. По прибытию на место происшествия сотрудники правоохранительных органов уговаривали мужчину одуматься, однако нетрезвый гражданин не подпускал к себе полицейских и угрожал спрыгнуть. Вытащить пострадавшего с моста удалось только с помощью специальных ремней. На спасательную операцию ушло около 20 минут, затем мужчину доставили в городскую больницу. Как долго он пробудет в лечебном учреждении, пока неизвестно. Сейчас полицейские пытаются выяснить причину попытки самоубийства. По прибытию смена обнаружила то, что под мостом на железном мостике находился человек. Здесь был уже пожарный расчет, и один из пожарных спасателей уже был непосредственно с пострадавшим. На первый взгляд он был в состоянии опьянения, какого именно не могу на данный момент сказать, это скорее всего подтвердит экспертиза. Знаете, он озвучивал причины, по которым он это хотел сделать, но их было несколько, и выдавать их за действительность я бы сейчас не стал. Знаменитый Чингачгук Гойко Митич во второй день своего пребывания в Северной Осетии посетил ипподром. Перед тем, как попасть к лошадям, актеру пришлось на протяжении получаса раздавать автографы поклонникам и делать с ними общие фото. Ему 74, но легко оседлав коня, он дает импровизированный мастер-класс вместе со своим другом Эльбрусом Уртаевым. Вечером Гойко встретился с журналистами, а потом, увидев исполнение остинского танца хонга, не удержался и тоже попробовал станцевать. Митич проведет в Осетии еще один день, посетит выставку «Легенды Кавказа», увидит красоты Феогдонского ущелья и проведет мастер-класс студентам факультета искусств СОГУ. Когда люди приручили первого лошадь, до сих пор лошадь всегда помогала. Но сегодня у нас машины, вот такой другим делом, но лошадь осталась. В Алагирском районе 40 семей, проживающих в аварийном доме, переселятся в новостройку. Многоквартирный дом готов к заселению, новым жильцам осталось только завести мебель. До 5 ноября строители завершат отделочные работы и обустройство территории. Новые многоэтажки появятся и в других районах республики, всего будет снесено 32 аварийных дома. А в следующем году ключи от новых квартир получат 183 семьи. Полностью ликвидировать аварийный фонд в Северной Осетии намерены до 2017 года. На это потратят около 1,5 миллиарда федеральных и республиканских средств. Эта программа включена в майские указы президента Владимира Путина. Если поставленные задачи не будут выполнены в срок, из республиканской казны придется выплатить крупные штрафы. Мы все с вами знаем майские указы президента Российской Федерации. Они связаны с ликвидацией аварийного фонда. И всем субъектам были даны поручения, чтобы направить и принять ряд мер для ликвидации аварийного фонда.
В Осетии на протяжении 10 лет действует программа по сохранению и воспроизводству рыбных запасов. Ежегодно в республику привозят мальков карпа, белого амура и толстолобика. Адаптируются к местному климату мальки в Ордонском районе. 5 озер становятся для них местом обитания на несколько месяцев. Все это время рыба находится под пристальным надзором специалистов, а когда рыба подрастет, ее из Ордонских озер перевозят в естественные водоемы республики. Карпов, амуров и толстолобиков разводят не для промышленных целей, а для восполнения дефицита рыбных запасов. На территории водоемов разрешена только так называемая спортивная рыбалка. Мальков мы приобретаем в основном Ставрополя, также и корма приобретаем в основном там, так как там более качественная и продукция, и мальки хорошего качества. Интеллектуальное состязание «Своя игра» в этом году была посвящена дню рождения двух великих поэтов – 155-летию со дня рождения Костахи Тагурова и 200-летию Михаила Лермонтова. Для этой игры организаторы подготовили вопросы об архитектуре родного города и фактах из биографии известных поэтов. Подготовиться к соревнованию многим участникам помогали сотрудники филиала номер 1 городской библиотеки. Перед игрой организаторы провели небольшое состязание, чтобы отобрать 16 лучших игроков. Этот интеллектуальный бой запомнился яркими впечатлениями как участникам, так и зрителям. Мы отмечаем 155-летие со дня рождения Косали Ивановича Хитагурова и 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы решили объединить и провести мероприятие.